Нихао! Всех приветствую, друзья! У нас на канале новый фильм про казахстанского футболиста. Возможно, он самый скандальный за последние годы, но Георгий Жуков никогда не боялся открыто говорить свою правду. Кто-то с ним был согласен, кто-то нет. У нас стояла задача показать его таким, какой он есть. И для этого мы отправились в Китай. Алим Динасылов постарался сделать так, чтобы фильм вам понравился. Привет, Здорово, Гоша. здорово. Как дела? Все хорошо, как ты? Нормально Хорошо, добрался? Спасибо. Да, вот Гоша приехал, чтобы меня встретить в Пекин. И получается, после обеда мы поедем уже в Цанчжоу. А пока, будем гулять здесь, в Пекине. Гоша, как начался твой день сегодня? Все хорошо, проснулся, хорошая погода. Гуляю, выпил кофе, съел сэндвич. Вот гуляем на Санлитуне. Тут популярная area. Ходим. Повезло с погодой, уже не так жарко в Пекине. Завтра игра, да, у вас? Да, завтра игра против Мэйжу. Межок, как раз там играют Косович и Дугалич, да? Да, мои Общался друзья. с ними вообще? Нет, мы завтра пообщаемся. Мы еще пока не общались, но когда увидимся, пообщаемся до игры. Обязательно. Как оценишь уровень футбола в Китае? Я считаю то, что в Китае довольно хороший уровень, потому что легионеры очень сильные, очень качественные. А сами китайцы, которые место занимают в составе, они очень трудолюбивые. И у них есть чутье для мяча, они талантливые, они работают, только сейчас из-за того, что кризис немного в китайском футболе, потому что раньше был бум в плане финансовый и так далее в Китае, сейчас оно немного сбавилось, и поэтому требования и мотивация чуть пропала у китайцев, но тем не менее китайцы молодцы, они пахари, хорошо играют в целом. Я доволен уровнем. Можно развиваться как футболист, это хорошо. То есть тут не лига для того, чтобы заканчивать футбол. Если ты думаешь, что ты сюда приедешь и получишь деньги, закончишь футболом, то это не так совсем. Тут надо быть очень сфокусированным, очень готовым, психологически особенно, А чтобы что быть тебя профессионалом. самого заставило в Китай перейти? Как вообще такой вариант нашелся, когда ты в Кракове играл, в Висле? И как вообще нашли агенты такой вариант с Китаем? Да, если честно, мне очень повезло, потому что я последние полгода особо не играл в Висле из-за кучи обстоятельств разных. И я очень благодарен, то, что мне повезло. Если я смотрю, кто куда пошел после ухода Вислы, то я очень доволен, то, что мне такой выпал шанс, чтобы проявить себя не в Европе, где-то в Азии. Для меня это большой вызов, потому что я никогда не был в Азии и очень хотел попробовать чемпионат такой, в такой большой стране и посмотреть, как это. А какие варианты были, кроме Китая, если не секрет? Конкретика была из Греции одна команда, Ага, и все, и все, да? если честно, да. Ну, Потому что, знаешь, вот с этими предложениями говорят очень много, поступают типа предложения, да, но на деле это всего лишь разговоры. А семья твоя как, они все в Бельгии живут? Не с тобой? Семья живет в Бельгии, да, братишка играет в Патро Эсде Масмехела, это первая лига в мерках Бельгии. Вот, капитан команды. А ему сколько лет? Ему 14 лет. За Казахстан заиграет? Вот, интересный момент такой, у него нету гражданства Казахстана, и он не родился в Казахстане, в отличие от меня. Поэтому немного сложно ему играть за Казахстан, но
Ну, в принципе, Вот. может же получить. Родители же родом из Казахстана. Ну, в принципе, может. А сам с ним Всё на этот счет не возможно. разговаривал? С братишкой? Что? На этот счет сам с братишкой не разговаривал? То, что и за Ой, какую ну страну ты- выступать? Да ему еще работать и работать, а сборной вообще речь не идет, пока он еще очень молодой, ему надо прогрессировать и стать сначала профессионалом в Бельгии, а потом можно думать, как бы, но я был бы рад, конечно, если бы у него получилось выступать за какую-либо сборную. А ты вправду играл в Польше за $3000? Расскажи про это, когда играл в Висле. Да, мой первый контракт, который я подписал, я первые полгода играл за 3500 евро, Ага. а спустя полгода у меня удвоилась зарплата, поэтому недолго я сыграл за 3500. Но в принципе мне было все равно, потому что как бы эти деньги, они бы на тот момент не изменили бы мою жизнь, а возможность играть в Висле, оно бы изменило бы. И я не смотрел на деньги, поэтому не стал, знаешь, вот, вести переговоры по поводу давайте мне сделайте больше. Как бы это, мне главное было переехать туда, играть. Я хотел играть в Висле, потому что из клубов, которые были в Польше, были еще некоторые клубы, которые заинтересованы были, но Висла это типа чуть покруче, чем те клубы. Сейчас то, что они в первой лиге выступают, уже не так, потому что все-таки упал уровень, да, но на тот момент они выступали в экстра-классе, и играть за Вислу это была большая честь. Я эту команду знал как бы даже еще когда я был маленьким, и абсолютно не жалею о том, что я там поиграл. И в итоге как бы все нормально, мне потом продлили контракт, и тоже хорошо сумел позаработать, и то это тоже. Сейчас мы едем в Цанчжоу, город, в котором твой клуб базируется. Очень далеко от Пекина? На машине показывает сейчас 2 часа 45 минут, а так на поезде час ехать. А в Пекине часто бываешь? Ну, я в среднем раз в неделю, как Раз в минимум неделю? сюда, да. Когда у нас выходной, я в Пекине. А в Цанчжоу, получается, так скучно, что ли? По сравнению с Пекином. Ну, Пекин намного интереснее, чем Цанчжоу. Здесь много ресторанов, как бы европейских и так далее. И есть куда выйти. В Цанчжоу такого особого нету. А ты к азиатской кухне привык или в основном европейской питаешься? Мне нравится все, абсолютно все ем. Вместимость стадиона в Цанчжоу составляет 35 тысяч болельщиков, однако поле на самом деле маленькое. Но если так посмотреть, стадион очень большой. И главное, поле натуральное. How do you rate George's game? Georgie. Yeah. Georgie is a good friend of me, very good player. Midfielder that can play box to box. I think defensive wise he's very strong. And attacking also. Lot of experience as well. And he's only 28, I think. So I can learn some things from him. He's like an older brother to me, so I appreciate him. Yeah. And how do you rate football in China? The game, I mean the clubs, the Yeah. competition. Very interesting league. Very good foreigners here also. Good Chinese players as well. I think a couple years ago the league was better, but the line-up is getting again in the right direction. Slowly, I believe it can be like thing before the COVID. But I'm impressed. The level is quite good, and yeah, I'm happy to be here. Man. What about infrastructure here? Is it
How do you rate the infrastructure? I No. mean, this stadium is like really good. Yeah, this is our home stadium, and there are even much better ones. I think this one, with all the respect in our Super League, this is one of the less good. They are fantastic stadiums, good atmosphere. I think. Цанчжоу главный тренер китаец. И есть ли вообще языковой барьер в команде у вас? У нас есть помощник-переводчик, и он постоянно находится с нами на поле, в раздевалке. То есть мы все понимаем, какие есть требования, мы в курсе всего. Как бы в этом нет проблем. Хорошая очень поддержка. Всегда то, что говорят, мы все понимаем. Переводчик постоянно рядом находится везде. Даже когда мы делаем упражнения, он рядом ходит и переводит нам. А с одноклубниками как общение с китайцами именно? На английском говорят они? Ну, некоторые ребята говорят на английском, но не так сказать, что очень хорошо. То есть прям пофилософировать о жизни не получится, но так поверхностно можно поддержать какой-то разговор, но не со всеми. А ты пока здесь играешь, уже играл против Косовича, Дугалича? Да, играли. Общались, пересекались словами? Да, конечно. До игры мы хорошо пообщались, рад был их видеть. Очень была важная игра, к счастью, мы тогда выиграли. Завтра, думаешь, победим? Не знаю, я не знаю. У них хорошая тоже команда. Заранее не могу сказать, надеюсь, мы победим, но будет видно. Так, мы прибыли на стадион, мы уже в раздевалке, игра начнется буквально через 2 часа. И команда уже скоро приедет, а тут раздевалочка. Раздевалочка готова. И вот он, чемпион. Футболка готова, все готово. Можешь рассказать про свой самый большой гонорар в карьере? В цифрах вдаваться не буду, но на данный момент в Китае самый мой большой гонорар. Я к этому стремился. Конечно, для футболиста век короткий, надо постараться зарабатывать как можно больше денег тоже, потому что кроме футбола в данный момент я ничего другого не умею и пытаюсь максимально от этого иметь профит. Когда я уехал в Польшу, я себе поставил такую цель, чтобы за счет Польши себе снова хороший контракт, как можно больше заработать, или попасть в очень сильную лигу. К сожалению, это не получилось. Это была моя первая задача, попасть как можно в сильнее лигу. Или получить еще лучше контракты, чем у меня раньше было. И, к счастью, это у меня получилось. Я этому очень рад. Продолжаю работать. Посмотрим, что будет дальше. Итак, игра началась. Цанчжоу против Мэйжухака. Жуков на поле и старые знакомые Косович и Дугалич также на поле. Стадион начал заполняться по чуть-чуть. Однако сегодня государственный праздник, поэтому нам объяснили то, что людей здесь будет поменьше сегодня, но все равно. Здесь, думаю, 7 тысяч есть. 可以直接换过，没必要整个永远给手上。 好，开球啊！裁判介绍一下。两个人过来搞，我这球险些是两个人没看过。是开场几分钟的短暂接触之后，身上有一个定位球的机会，啊，这球还可以，这个发的。
幅度、角度他都可以，反接，接着往前带，还在趟。来机会，哎，大门，可惜了这球全是个人能力。这个沧州雄狮队啊，这里前场这两个外援确实有点实力。Итак, первый тайм закончился со счетом 0-0. Моментов очень мало. Был один только момент у Цанчжоу. Надеюсь, во втором тайме будет побольше моментов. Надеюсь, уже сам Жук забьет. Пока перерыв. Почему Жукова многие не любят в Казахстане? У него были большие амбиции. Все-таки вырос в Бельгии, играл бок о бок с Лукаку, Янузаем Ореги, Торганом Азаром и другими. И, естественно, жил с мечтами о сборной Бельгии, куда хотел бы попасть практически любой футболист. Затем сборной России. И с этой целью Георгий переходил в Урал из Екатеринбурга. Проблема была лишь в том, что Георгий об этом говорил открыто, а интернет, как известно, все помнит. Но почему тогда болельщики быстро забыли о словах Александра Меркеля и до сих пор не могут просить Жукова? Гоша, ты ранее говорил про то, что выступал за сборную ради Бурамбаева. Тебя тогда неправильно поняли, да? Можешь это как-то прокомментировать? Я помню, я как-то в комментарии в Инстаграме так кому-то ответил, и это такая тема, что потребуется больше объяснить, чем одна фраза в Инстаграме. Я так просто кому-то ответил, чтобы от меня отвязались, просто чтобы не докапывались до меня. Но потом я увидел то, что очень большое внимание это привлекло со стороны многих болельщиков, даже СМИ. И то, что я могу сказать со своей стороны по этому поводу, я думаю, я это уже один раз объяснял в другом выпуске с Ерболом, тогда Борода Абата. И отдельно еще Кайрат Савитаевич объяснил всю эту ситуацию более поподробнее. Но я могу повторить со своих слов. То, что я имел в виду с этим, то, что когда я из Урала переходил в Кайрат, то вопрос еще стоял выступать за сборную Казахстана. И я, когда переговорил с Кайратом Савитаевичем, он меня убедил, то, что проект будущего в Кайрате и в целом в Казахстане, то, что однозначно будет прогресс. И я тогда сделал свой выбор в пользу Казахстана и этим же самым принял футбольное гражданство, отказался, ну не то что отказался, потому что меня и не вызывали в других сборных. Как бы просто я тогда принял решение, то, что хочу играть за Казахстан, потому что уже почувствовал себя более как дома, появились друзья, понял, какая культура в стране, менталитет. И в целом мне очень понравилось. И когда Кайрат Савитаевич убедил меня перейти в Кайрат, он сказал, чтобы очень хотел, чтобы я играл как казахстанец и выступал за сборную Казахстана. И я после переговоров с ним я убедился в том, что давай сделаем так, потому что Кайрат Савитаевич далеко не глупый человек, и я видел, как он хочет развивать футбол. И тоже все эти факторы вместе взяты, то, что первый раз, когда я приезжал в Казахстан и в Астану, у меня все равно хорошие впечатления остались, я был очень счастлив. И я решил принять гражданство, окончательно играть за сборную Казахстана.
Начался второй тайм, команды вышли на поле. Счет все еще 0-0. И, соответственно, ждем голов и ждем ярких действий от Георгия Жукова. Косович забил гол издали. Пробил ударом правый дальний угол. И тем самым Мэйжу ведет. Еще один момент. И... Ну, близко. К сожалению, пока Цанчжоу дела. Как себя чувствуешь в Китае? Отлично, брат, и прекрасно. Это отличная страна. После Казахстана как играется здесь? Сложнее или легче? Ну, как все, здесь тоже 5-6 команды, которые хорошие чемпионаты, которые играют азиатскую лигу чемпионов. Сложный чемпионат. Здесь намного инфраструктура лучше. Ну, видел стадион, фанатов много, полей хороший. Так что очень классно. А если в Кайрат позовут, вернешься? Ну, никогда не скажу нет, конечно. Скучаешь? Так, бывает По такое по Алмате, по Алмате, да? Кайрату, да. Следишь По вообще за казахстанским Обязательно, футболом? да. А видел вот эти Особенно. недавние результаты сборной? Казахстана, да. конечно. Желаем что им удачи, думаешь? конечно, чтобы били там первое-второе место, чтобы прошли дальше Еврокубок. С Жуковым общаешься? Да. Постоянно, когда время есть, общаемся. И что, как оценишь его игру? Но он в Китае хорошо играет. Уже сколько он уже год примерно тут, ну, хорошо играет. Все понял. Спасибо. Классно чувствуется. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Теперь объясни зрителям, что это такое, что ты ешь на повседневной. Ну, может, не на повседневной основе, но вот что это сейчас? Это у меня читмил получается, это китайская еда. Сейчас я покажу. Вот это мясо, баранина. Сюда буду ложить. И оно готовится. Вот этот суп острый получается. Называется хот-хот, хого, кажется, на китайском. И очень, ничего такого сложного нет, очень вкусно. Сейчас будет все готовиться. И как будет готово, я это потом буду сюда смешивать в этот соус. И получается очень вкусно. Bro, what is the dinner of the champion? This one, rice, chicken. I like chicken. Who doesn't? Yeah, but chicken is good for the muscles, and I think, yeah, good meal for the game tomorrow. You ready? Ready, Okay. always ready. What is your... У тебя какой ужин? Ужин чемпиона или уже доел, да? Скромный. Мясо, рис, овощи. This guy eat too much. Eat too much? Yeah, maybe 4-5 times. But he eats very healthy. Very. 4-5 times is good, you keep the gains, you know? Wow. Suki. This is my friend. Георгий, можешь объяснить ситуацию с карантином в Китае? Адиев говорил то, что ты поставил карантин выше сборной. Как можешь это прокомментировать, объяснить ситуацию? Что было тогда здесь? Я думаю, то, что люди, которые никогда не были в Китае, им сложно понять, потому что тут совсем другой мир. Тут никто не подстраивается под общие правила мира, у них здесь своя политика. И я, когда приехал в Китай, был самый разгар ковида. И тогда у меня был прописан пункт такой в контракте, то, что мне вылетать нельзя. И это было связано с плотным очень графиком, потому что мы играли каждые 3-4 дня. И связано было о том, что неизвестно было то, что ты обратно можешь залететь
И если ты залетишь обратно в Китай, то тебя ждет как минимум карантин 2-недельный. И мой клуб это все понимает, и поэтому легионеры, которые приезжали, им говорили то, что ты когда подпишешь контракт тут, то во время периода карантина и ковида жесткого, то желательно не выезжать из страны. И как бы на тот момент я даже не думал о сборной, потому что я вообще был без игровой практики. Когда я вызывался, я даже и в заявку не попадал. И поэтому для меня стояла первая задача — это снова играть стабильно в клубе. И я никак не считаю, что я поставил карантин выше сборной. Ну, это то, что я могу сказать, потому что никому не нравится в карантине сидеть. Но я могу понять тоже тренера, который приходит новый, и он слышит такое, когда нигде в мире нету такой ситуации. Ну, что может человек подумать? Возможно, отговорка, возможно, еще что-либо. Но так оно есть, так оно действительно было. Мы даже в Китае сидели в карантине, будучи в Китае, потому что когда на районе кто-то заболел, они закрывали все районы. Было очень жестко. И ну, я бы никому бы не желал это просидеть в карантине. И тем более я бы лучше поехал играть в сборную, чем сидеть в карантине. Поэтому никак выше я своей стороны не ставил карантин выше сборной. Поле полили. Ты, кстати, с Go не советовался перед переходом в Китай? Нет. С кем-то вообще советовался, кого опыт был в Китае? Нет. Просто решил, да? Да. Не разрешают полный стадион, чтобы приходил тоже. Все еще? Да, вроде. Сколько-то? Процентов только могут посещать. Всего 70, кажется, уже сейчас. То есть не заполняют, да, стадион специально все еще? Нет, потому что этот город не готов к таким мероприятиям, видимо, с охраной, что-то с полицейской, с безопасностью связано. То есть это такой первый, да, сезон здесь сейчас? Да, первый на этом сезон стадионе? на этом стадионе, да. Вообще это, по идее, домашний стадион, да? Да. Или до этого был Шизажуан? Шижажуан. Этот город, государство, они взяли нас под себя, чтобы какие-то сделки там были между нашей компанией строительской. И, Спонсор, да, клуба? Да. Как-то договорились они. А что, где лучше играть, здесь или все-таки в Шижажуан? Я не играл в Шижажуане. Но мне говорили то, что в Шижажуане намного больше болельщиков. И вместимость, наверное, больше, да? Чуть-чуть больше, да. Но здесь тоже, в принципе, сколько? 30 тысяч могут. А приходят, может, 10-15 тысяч. Где-то Но так. все равно больше сравнительно с Казахстаном, да? В среднем, В да. среднем. Да, и гостевых играх полно, да? Какие вот Да. гостевые игры ты запомнил? Где именно? Больше всего? По атмосфере, по Чэнгду. стадиону? 55 тысяч вроде было полным. Потом Бейджингуан 65 или 70 тысяч был полный до отказа. Чингдау тоже стадион очень хороший. CPG, Шанхай Шэньхуа. Далян тоже у них сумасшедший стадион. Новый, как Бернабеу построили. Вот. У нас такой, по меркам Китая, у нас такой скромный довольно стадион, но тем не менее все равно выглядит солидно, думаю, нормально. В Казахстане из таких построек, да? Пару. Ну, Может, в Казахстане, 3-4. где типа как у нас, примерно Кайратор до Басы, наверное. Вообще такие Но- стадионы нужны, да? Думаешь, в Казахстане, чтобы инфраструктуру, уровень поднять? Конечно, нужны. Чем больше, чем лучше, чем... Почему бы нет, если смотря, что ты хочешь развивать. Здесь в Китае инфраструктура очень развита. Здесь для как-то
Си Цзиньпин вроде задание дал, чтобы развивали инфраструктуру, и с этого момента здесь больше стадионов, чем футбольных команд. Мы общались с ребятами, задавали себе вопрос, почему у них столько много стадионов, а команд нету. То есть много даже пустых. В Шэньчжэне 3 стадиона на 50 тысяч, а команда на чуть ли не под банкротством находится в данный момент. А вообще, какой самый за твою карьеру всю такой трэш-стадион, знаешь? Трэш или хороший? Трэш. Плохой? В плохом смысле, да. Вот такой, знаешь, типа плохой сон, просто хочется забыть такой стадион. Я плохое особо не запоминаю. А травма может? Стараюсь. Ну, еще. Тогда Когда Аршавин еще под краном мылся. Помнишь я не такое? я даже не могу помнить, мылись ли мы там или нет. Но поле было ужасное, да, в Атерау тогда. Сейчас не знаю как. А самый топ-стадион какой вообще? Ну вот кроме Китая, может, в Европе, в Польше где-то или в Бельгии, на котором ты сам играл. Надо вспомнить. Легия? Не, Галатасарай. Галатасарай. Да. Лиги чемпионов? Атмосфера топ? Да, сумасшедшая. Классная. Лех Познан тоже. Там ультрас. А в Китае есть культура боления? Есть тоже. Сильно развита по сравнению с Европой? Как? Примерно одинаково, но в Польше экстремально, потому что там такая культура. Здесь, я думаю, то, что болельщикам не разрешат так себя вести, иначе полиция будет, может быть, не так подумать. Да, здесь чуть поскромнее, но все равно здесь у многих, ну, конечно, здесь сколько, 1,5 миллиарда населения, болельщики найдутся. Сейчас мы направляемся в Пекин с Цанчжоу на поезде вместе с Георгием. Завтра домой? Да, В Бельгию? в Бельгию полечу, да, из Пекина. С Пекина. Прямой рейс? Прямой рейс, да. Давай теперь блиц, я буду называть фамилии в казахстанском футболе и не только. А ты будешь отвечать первыми 2 словами, которые придут тебе на ум про них. Шпилевский. Клоп, Цхададзе. Хинкали, Джалчиев. Роналдо, Исаэль. Джога Бонито. Аршавин. Легенда, Блащиковский. лидер, Стоилов. босс, Бурамбаев. биг босс. Расскажи о решающем пенальти в матче с Молдовой, когда ты забил 5-й, и мы, получается, остались в группе, в дивизионе Лиги Наций. Можешь про это рассказать? Почему тебя отправили бить? Это изначально такая задумка была? Нет, уже почти все пробили, и потом я увидел то, что все меня начали пихать вперед. Мне кажется, потому что боялись, что если не забьют, то что много будет критики, а я как бы и так много критики получил. Не привыкать. Для меня нормально, как бы я подошел очень спокойно к этому делу, потому что я знал, что давление будет у вратаря. Я уже знал, что я просто тихо пробью посерединке. И сработало. Я смотрю на вратаря, чувствую у него очень большое давление. Пришлось просто бить в центр, потому что он будет выбирать сторону. Так и вышло. Ну и потом все очень были рады, конечно. И Владимир Владимирович Карпович сказал: вот видишь, Жук, то, что не обязательно
играть много, чтобы быть героем. Хотелось бы больше играть, но в итоге я рад, что хоть какой-то вклад внес в эту победу. Удачный был очень день. И надеюсь, на этом не закончилась моя карьера в сборной. Но даже если бы закончилась, то очень красиво. Вот этот номер 087. Брат, ну Ахмед. все, давай, рад был тебя увидеть и познакомиться с тобой. Приятно. Хорошо тебе долететь до дома. Все, спасибо, брат. Все, до свидания. Также мы хотим разыграть футболку Георгия Жукова с его личной подписью, которую мы отправим прямиком из Бельгии. Для того, чтобы выиграть футболку, нужно ответить правильно на вопрос. Кто был первым человеком, который позвонил Георгию лично и пригласил его в основную молодежную сборную Казахстана? Ответы пишите в комментариях. Автор первого правильного комментария получит футболку от Жукова. Всем удачи! Борода, бата, решай, да?